рейтинговый бой в легком весе 70 килограмм. И первым в восьмиугольник приглашается боец из Кыргызстана Нимат Жунус Улу. Следующий бой в весовой категории до 70 килограммов. И встречается Олег Волков из России, ростовский боец с Ниматом Жунусом, представляющий Кыргызстан. Олег Волков является младшим братом известнейшего ростовского бойца-тяжеловеса Александра Волкова. Но Александр Волков не принял участие в этом турнире. Он подписал контракт на выступление в Беллатор, одной из сильнейших лиг мира, находящейся в Соединенных Штатах Америки. Ну и сегодня мы увидим дебютное выступление его брата Олега Волкова. Вместе ребята тренируются. Для 70 килограммов очень высокий рост у Олега, 190 сантиметров, ему 20 лет. Он победитель турнира по смешанным единоборствам СПБ Fighter. А сейчас пока... Так. Как раз я рассказывал вам об Олеге Волкове, пока выходил его соперник. Ну и, соответственно, придется мне, пока выходит сам Олег, представить его соперника, Нимата Жунуса из Киргизии. О нем мало что известно, но, во всяком случае, то, что живет он и тренируется в Москве. Ростом Нимат Жунус на 12 сантиметров ниже Олега Волкова. Это сыграет, скорее всего, определенную роль в тактической расстановке сил на этот бой. Ну и также 22 года спортсмен из Киргизии. И также было сказано ринг-анонсером, пока была небольшая пауза, о том, что объявлен такой специальный приз. В конце сегодняшнего вечера этот приз будет вручен победителю. Приз за самый красивый нокаут сегодняшнего турнира. Ну, как пошутил на пресс-конференции Федор Рыжов, приз, конечно, будет вручен не тому спортсмену, который красивее всех попадет в нокаут, а тому, кто нанесет наиболее красивый удар, в результате которого получится нокаут. Итак, необходимые процедуры проводятся. Видим мы, что Олегу Волкову секундирует его старший брат Александр. Все готово к началу этого поединка. Весом 77 килограмм. 22 года. Боец из Кыргызстана Нимат Жунус Улу. Справа от меня боец ростом 190 сантиметров, весом 70 килограмм. 20 лет. Победитель турнира по смешанным единоборствам СПБ Fighter. Боец из Москвы Олег Волков. Итак, ринг-анонсер представил бойцов. Сейчас традиционная процедура разъяснения правил. Расходятся атлеты по разным, ну, здесь уже сложно говорить углам, по разным сторонам восьмиугольника. И сейчас начнется эта схватка. Ну, 190 килограммов, 190 сантиметров при 70 килограммах. Все, кто занимался единоборствами, понимают, что это такая очень необычная ситуация для спортсмена. И здесь у Олега Волкова будут определенные преимущества, связанные с таким телосложением, так и определенные недостатки. Ну, понятно, что Олегу с большинством соперников приходится, ну как, приходится такое слово с немного негативным оттенком, доводится вести поединки на дальней дистанции. Ну и сейчас мы видим, что эта дальняя дистанция абсолютно устраивает киргизского спортсмена. Смена Нимата Жунуса. Проверяет он Олега лоу-киками. Да, Олег Волков абсолютно спокоен. Выцеливает он своего оппонента.
Низко держит руки Олег. И пока мы еще не видели с его стороны атакующих действий, посмотрим, насколько тяжелый его удар. И на первой минуте этой встречи можно сказать, что Немаджунус большую активность проявляет. Олег в основном выбрасывает джебы, но и такие удары ногами, задачей которых является не столько потрясти оппонента, сколько придержать его на дистанции. И вот сейчас очередной джеб. Ну и тяжелый правый удар с правой. Правый удар с правой, да, проводит Олег Волков. Первый, наверное, раз, когда он попал. Но Немаджунус идет вперед. По истечению 2 минут этой встречи можно сделать вывод, что не торопится спортсмены уходить в партер и устраивает их то, что происходит. Но по поводу Олега Волкова абсолютно я уверен, что будет этот спортсмен еще набирать вес. Пойдет он вверх по весовым категориям, в том случае, если продолжит заниматься на профессиональном уровне смешанными единоборствами. 3-я минута первого раунда, и в таком неспешном ключе проходит этот поединок. И сейчас Олег Волков попытался перевести эту встречу в партер, но как-то неуклюже было это сделано. И слышим мы, как тренерский штаб киргизского бойца очень активно начинает ему помогать. А Олег Волков пытается работать из гарда, цепляет он руки противника, но тем не менее уже получил ростовчанин несколько тяжелых ударов по голове. Пытается он ногами оттолкнуть своего противника. Но тут надо как-то делать что-то одно. Или разрывать дистанцию, действуя ногами, либо наоборот вязать противника и притягивать его к себе. Олег занимает такую невыгодную полупозицию для себя. Забирает он постепенно ногу Немаджунуса. Проглядывался там болевой на пятку, но возникает у меня подозрение, что Олег Волков не совсем понимает, что ему делать. Очередной тяжелый удар в челюсть пропускает россиянин, но все-таки удалось ему забрать ногу соперника. Немаджунус схватился за сетку, и сразу же судья предотвратил дальнейшее хватание за эту часть интерьера. Последняя минута первого раунда. Ну, ничто не предвещало такого длительного временного отрезка. Вот именно в такой ситуации. Да, изначально равный совершенно бой. И если все продолжится в таком ключе, то, скорее всего, можно будет сделать вывод, что Немаджунус все-таки этот раунд выиграет по очкам. Если, конечно же, ничего экстраординарного не произойдет за те 30 секунд, которые остаются до окончания раунда. Все-таки не оставляет Олег Волков мысли о том, чтобы забрать ногу противника на болевой. Ну, а Немаджунус изначально бы тоже мог бы действовать активнее, пытаться перейти в фулл-маунт, но, с другой стороны, нанес он с десяток могучих ударов по оппоненту, некоторые из них прошли. И первый раунд закончен, слышали мы гонг. Преимущество киргизского спортсмена. Посмотрим, что будет во втором. Встречу в том же самом ключе, все у него получается. Ну, для Олега Волкова необходимо, конечно же, что-то менять. Возможно, поактивнее надо быть в стойке. Легкая весовая категория, до 70 килограммов. Здесь вряд ли что-то решит один удар. Необходимо работать серийно. Возможно, воспользоваться лоу-киками. Ну и, во всяком случае, как-то прибирать инициативу к рукам. Зрители экономят силы. Слышно пока что в зале лишь
поддержка тренерского штаба. И вот сейчас Олег Волков пытается забрать руку противника на болевой. Опять переходит он в партер, оказывается в гарде, в оборонительной позиции. Слышим мы возгласы «Давай, Олег, давай». Но, понятно, для Олега это родные стены. Сейчас вот едва не поймал Нимат Джунус Олега Волкова на выходе из партера. Начал тот вставать и как раз в этот момент наносил опасный удар ногой Нимат Джунус. И видим мы, что спортсмен там вновь в стойке. И вот первый раз в этой встрече Олег Волков получил некое преимущество при переходе в партер. Посмотрим, получится ли удушающий у Олега. Забирает он голову своего оппонента, и опаснейшая ситуация, в которой попадает Нимат Джунус. Зафиксировал треугольник Олег Волков. Видите, что он зафиксировал этот захват, взял ногу вместе с рукой оппонента. Но судя по тому, как ведет себя киргизский спортсмен, в принципе, остается у него там пространство для маневра. Сейчас Олег Волков в то же время может еще прибрать руку противника, но необходимо ему фиксировать обязательно корпус киргизца. Да, недостаточно плотно был взят этот треугольник, и таким образом Нимату Джунусу удалось от него освободиться. И вот сейчас работает ногами из гарда Олег Волков. Пара ударов мимо. И теперь Нимат Джунус пытается перебраться в фулл маунт. А Олег Волков вновь показывал, что не прочь он повторить треугольник. И теперь Нимат Джунус уже всем своим видом показывает, что не прочь он перехода в стойку этого боя. 2 минуты рука-нога. Слушаем мы, как подсказывают Олегу Волкову. Вновь переход в партер. И видно, что устали ребята. Уже второй удар, кстати, тяжеленный, получает вот так вот из положения защищающегося Нимат Джунус. Но стоит ему быть очень осторожным в этой ситуации, потому что бывали и нокауты не раз в данных случаях. И вот сейчас мы видим, видимо, потряс все-таки Нимата Джунуса этот удар снизу ногой. Не ожидал он совершенно, что так все сложится. И стал прям пошатываясь киргизский спортсмен. Из последних сил уже на голой воле сражаются парни. В фулл-маунте сейчас Нимат Джунус, но настолько сильно он устал, что о добивании каком-то таком массированном не может идти речи. Но внезапно берет он болевой классический рычаг, и на последней минуте второго раунда Нимат Джунус отрывает руку Олегу Волкову. Выигрывает он болевым. Потрясающий упорный поединок мы с вами увидели. Конечно же, многому еще надо учиться парням. Но уж одного им точно не занимать — это упорство и воля к победе. Поздравляем Нимата Джунуса. Олег Волков тоже провел очень хороший поединок. К сожалению, для него и для ростовчан, которые собрались сегодня посмотреть на сражение этого турнира, дебют получился у Олега не очень хорошим. Начался с поражения его путь в ММА. Но это спорт, это профессиональный спорт, такое бывает. Поздравляем Нимата Джунуса, Олегу Волкову. Удачи в будущем.